Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Троху ў незвычайны дзень, але тым не менш ўсё ж таки розныя сітуацыі здараюцца у нашай выдатнай эксперткі. Таксама здараюцца нечаканыя важныя навуковыя канферэнцыі і камандзіроўкі, але як звычайна кожны тыдзень яна з намі. Вітайце, дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, экспертка, лідарка аб'яднання «Наша справа» ў каардынацыйнай радзе Роза Турарбекова. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый день, Зміцер. Ну што ж, наши гледачы чакаюць каментароў, разваг і аналітыкі па як мінімум двух нашумелых тэмах, але мы па нашай самай завядзёнцы тэму нашумелую і скандальную датычную каардынацыйнай рады пакінем на другую частку нашай размовы, а найперш пачнем з такіх міжнародных і беларускіх пытанняў, якія ў прынцыпе звязаныя, асабліва калі зараз казаць про ситуацию с Арменией. Учора нарабіла шуму навіна про тое, что нібыта прэм'ер-міністр Армении Пашинян заявіў, что Армения выходзіць с АДКБ, грукнуўшы дзвярыма, і все пачалі пляскаць у ладкі і говорить: молодец, так трымаць. Потым з'явілася абвяржэнне гэтай інфармацыі, что маўляў, ну не тое, каб вот ужо прямо зараз выходзіць, але готовая, вот уже можно сказать, трымае дзверы адчыненымі. Все ж таки, як вы ацэньваеце усю гэтую сітуацыю? Гэта по Фрейду, так бы мовіць, незразумеласць атрымалася, ці што, ці вот як? Но это же все в конечном итоге то, с чем сталкивается на сегодняшний день Пашинян, да, это он исчерпывает кредит доверия у своих граждан. Вы знаете, что сейчас в Ереване там и были протесты, с ним связывают, конечно, поражение в войне с Азербайджаном, но надо сказать справедливости ради, что это не только вина Пашиняна. Вот. Но в целом, да, как бы это кризис для Пашиняна внешней политики, так точно, может быть, даже и больше, и шире это трактовать. А что касается в целом ситуации, если мы с вами рассматриваем международные отношения, то это пересмотр все-таки, наверное, внешнеполитической стратегии Армении в отношении ОДКБ и в отношении в целом СНГ. Он не смог получить от ОДКБ поддержки и помощи. В результате он возлагает поражение, конечно, в войне на то, что ОДКБ не выполнила своих союзных обязательств. Но при этом вы видите, что есть разница между разными членами ОДКБ. Он делает определенную дифференциацию. Вот здесь я хочу сравнить. Значит, Лукашенко был в Азербайджане с визитом и делал такие громкие заявления, которые вызвали вот такую вот реакцию относительно Беларуси. Да? То есть Пашинян говорил о том, что ни одно официальное там лицо, да, не будет в Беларуси до тех пор, пока там будет Лукашенко. Вот, ну, там не дословно, но вот смысл вроде я его фразы передала. А теперь я хотела бы сравнить это с тем, что произошло в отношениях, например, с Казахстаном. Ведь там был недавно с визитом Токаев в Ереване. И тоже член ОДКБ, вроде бы, да? Но Токаев, вы думаете, что у него плохие отношения с Азербайджаном? Нет. Но Токаев не делает таких заявлений. Это к вопросу о том, что язык мой, враг мой. Уже не говоря о том, что Лукашенко поехал вместе с Алиевым, собственно, в Нагорно-Карабахскую автономную область, если говорить по-азербайджански, да, и там он это делал, эти заявления. Токаев ничего такого вообще не делал, никогда. Ну, я бы хотел, я выбачаюсь, я только перабью вас. Токаев яшчэ ў адрозненне ад Лукашэнкі полонезы Азербайджану не продавал. Конечно. Он еще и про эти квазиобразования говорил. Если вы помните, да, как-то там на Петербургском экономическом форуме международном. Вот, то есть это не совсем даже про ОДКБ, это все в большей степени про отношения Армении с Россией и с Беларусью. И вот этот вот геополитический, я бы сказала, shift, да, переход, возможность, смена буквально ориентации происходит, но она не может произойти так резко, потому что Армения слишком зависима от России. Слишком. Поэтому вот эта вот как бы степень зависимости, она сейчас
мешает совершить более решительные шаги. И это, конечно, такой большой урок всем постсоветским элитам, которые сейчас находятся в одной, там, я не знаю, лодке в ОДКБ или ЕАЭС или СНГ даже, да. Это большой урок в том смысле, что все эти годы необходимо было все-таки постепенно дистанцироваться от России. При этом, конечно, там выстраивая сбалансированную внешнюю и внутреннюю политику, но дистанцироваться от России. Потому что вот эта глубокая вовлеченность, да, России в дела Армении, чем обернулась для Армении, в Казахстане, сложности всякие разные есть, кстати говоря, но, может быть, не такие видимые, там, искусная политика президента Токаева сглаживает эти все углы, но они есть, эти углы. Вот. Ну и про Беларусь я уже, как говорится, молчу. Вот, поэтому это показательный пример Армении, на самом деле. Это не только про Армению, не только конкретно про конфликт на Кавказе между Арменией и Азербайджаном, вот, но это вообще в целом о вот этом пространстве, о том, как складывались международные отношения здесь до сих пор и как они будут складываться в будущем. Это точно, что все постсоветские элиты смертельно боятся провоцировать Путина, и даже в таких условиях, обстоятельствах, в которых сейчас находится армянское правительство, даже в этих условиях они боятся провоцировать его. Потому что они, конечно, боятся вот того, что произошло с Украиной. И на это, кстати говоря, обратил внимание вот Зеленский на прошлой, по-моему, неделе давал интервью, впервые давал интервью на русском языке для независимых медиа стран Центральной Азии. И он там напрямую говорил об этих вещах, о том, что ваши элиты на самом деле делают ошибку. Эта ошибка, ну это я недословно сейчас говорю, заключается в том, что они вот так вот пытаются застраховаться через хорошие партнерские отношения с Россией, хотят себя застраховать от ее агрессивной политики, но это не поможет, как он говорит. Вот, собственно говоря, то, что мы сейчас видим с Арменией, не помогает. Але калі казаць ўсё ж таки про адносіны у будучым, можа быть, паспрабуем спрагназаваць з Беларусю конкретно. Вы узгадали словы Пашыняна про тое, что ні адзін афіцыйны прадстаўнік не наведае Беларусь, але там былі яшчэ і іншыя словы, яны датычныя менавіта прысутнасці у АДКБ Армении. Маўляў, калі Лукашенко прынясе свае прабачэнні, альбо калі Беларусь выйдзе са складу АДКБ, тады вось Армения, может быть, застаться. Меня, конечно, тут насмешило вот это вот Лукашенко принесе свои прабачэнні, знаете, у стылі Кадырова такое, по-першае, по-другое, вот, ну, нейкім прабачэннем, абяцаннем Лукашэнкі верыць, ну, это сябе не паважаць, асабліва такому палітыку, як Пашынян. Але ўвогуле, што за гэтым вот патрабаваннем стаіць? Вот навошта яно было агучана? Но вы понимаете, у Пашиняна как бы слово, оно не на вес золота, насколько я теперь понимаю. Видите, как часто он меняет свое мнение или там какие-то нюансы. Я понимаю, что, наверное, иногда это бывает такой момент эмоциональный. Может быть, он такой сигнал дает для своих граждан. Вот, но тут даже не на двух стульях сидит человек, тут человек фактически находится между двумя стульями, вот-вот может упасть. Вот, поэтому эти требования, которые он выдвигает в отношении Лукашенко и нынешнего режима, ну, мне кажется, это такая какая-то отговорка, формальный повод, представить себе Лукашенко извиняющимся или что Республика Беларусь в нынешнем виде будет выходить из состава ОДКБ, представляется маловероятно. Ну і датычна тады ўсё ж таки таких, я не ведаю, як тут правильно сказаць, з дыпламатычных сітуацый адклікалі ўсё ж таки посла Армении, які быў у Беларусі, у Ереван для кансультацый. Як звычайно там не агучваецца, калі ён вернется. Вот як вы думаете, ўсё ж таки ці не азначае гэта, что посол
і не вернется і будзе паніжэнне статуса вось дыпламатычных адносінаў. І адпаведна вось глядач под нікам Бонд пытается, скажите, а что будзе рабіць посол Канюк? Ну я так разумею, размова ідзе про беларускага прадстаўніка ў Ереване. Это классічная ситуация 20-го года, застрэліш офицер, или все-таки тихое вяртанне ў Беларусь? Ну, вот два в одным таких пытання дыпламатычных. Чаго чакаць с одного боку, с армянска, и вось от Канюка? Я думаю, что во многом это будет зависеть от того, как будут складываться отношения Армении сейчас с Россией. Это покажет вектор просто, да, современной администрации Пашиняна. Насколько он серьезен, когда он говорит о выходе из ОДКБ, когда он пытается говорить о смене геополитической, там, скажем, да, ориентации. Вот о чем речь. Если это все опять пустые, и просто пустые слова, слова, которые потом не будут подтверждаться действиями, тогда, да, это может все втихую сойти на нет, и об этом, там, я не знаю, через несколько месяцев уже никто не вспомнит. Но если произойдет вот действительно серьезное вот это вот переключение геополитической ориентации, если действительно Армения выйдет из ОДКБ и таким образом идет на разрыв отношений с Россией фактически, вот, ну, не в дипломатическом смысле, а в политическом смысле, да, есть выход из ОДКБ, буквально дальше станет вопрос о том, что там в ЕАЭС, вот, но это в целом такой комплекс, да, будет заявление. Если так произойдет, то тогда да, тогда возможно там, вплоть до разрыва, до прекращения связей, контактов и так далее и тому подобное. Но Армения во внешней политике, извините, во внешней торговле Беларуси небольшое значение имеет. Вот, поэтому вы же видите, куда Лукашенко поехал. Он же поехал в Азербайджан. То есть его интересуют доходные части. Армения не является доходной. Армения сама по себе бедная страна, находится в очень сложном геополитическом и даже дипломатическом окружении. Вот. И фактически в изоляции находится на Кавказе на самом деле. Вот. Поэтому не представляет из себя привлекательного партнера, выгодного. Вот в чем дело. В этом смысле абсолютно там, как это, там, реализм, реалполитик у Лукашенко вполне. Тем более, что это никак не связано там, ни с Европой, ни с системой ценностей, ни с белорусским демократическим движением, вообще ни с чем не связано. Чисто бизнес as usual. Вот и все. А бизнес as usual тут очевидно. В чью пользу? Конечно, в пользу Азербайджана. Всё. Ну і может быть, завершаючы гэтую тэму, два таких ёсць нюанса. Першае, у мяне ёсць некалькі знаёмых армянскіх палітолагаў, таких вельмі сур'ёзных на таким сур'ёзным акадэмічным і прафесійным узроўні, і адзін з іх, каментуючы сёння словы вось Пашыняна наконт, што не адзін афіцыйны прадстаўнік у Беларусі, гэтак далей напісаў: хопіць кідацца пустымі словамі, трэба адклікаць пасла, спыняць дыпламатычныя адносіны да таго, пакуль там не зменіцца ў Беларусі сітуацыя і ну пакуль не сыдзе Лукашенко. Вот такія настроі, яны могуць паўплываць все ж таки на нейкія рашэнні, дзеянні, заявы Пашыняна ў будучым? Думаю, что да, легче, конечно, пожертвовать отношениями с Беларусью, чем отношениями с Россией, это очевидно, да. А какую-то такую, ну, как это сказать, какой-то такой жест сделать, да, который бы хотя бы частично удовлетворил армянское общественное, да, мнение относительно того, что поражение было, да, и как это поражение теперь как бы пережить, так хотя бы так, как говорится, какой-то там хоть какое-то удовлетворение получить, да, тем более, что это, насколько я понимаю, для Армении так само не вельмі як бы важный партнер. Я маю на увазе Республику Беларусь у эканамічным плане. Вот. Тому, ну, я не вижу ніяких як бы перашкод, тому як бы і Пашыняна, адміністрацыя Пашыняна сябе дазваляе такія вельмі рэзкія рэчы наконт гэтай заявы, я маю на увазе. Ефим Хесін пытаецца: спадарыня Роза, як вы думаеце, ці адбудзецца цяпер сустрэча Пашыняна з прэзідэнт-элект Беларусі Святланай Ціханаўскай? Маецца на ўвазе афіцыйная сустрэча, а не ў кулуарах.
Не, я так мяркую, што пакуль не. Мабыць, на якой іншай там пляцоўкі, як она уже і здарылася, вы же бачылі. Вось, но зараз я не думаю, что так будзе. Я думаю, что пока вот останется в том положении, в том состоянии, которое сейчас. Потому что встреча с Тихановской официально, например, официальный визит, да, Светланы Тихановской в Ереван, это такая вещь, которая требует еще определенной смелости и в отношениях с Россией, потому что я думаю, что вот тут как раз может сыграть российский фактор против. То есть если Пашинян привечает, да, Тихановскую, то что завтра он с Юлией Навальной будет встречаться? То есть это же, понимаете, в логике Кремля это может так выглядеть, по крайней мере. Вот. Насколько Пашинян в этом смысле будет рисковать, не думаю. Я думаю, что там советники будут его отговаривать делать такие резкие движения. Но на площадках каких-то в Европе почему нет? Конечно, будут встречаться. Они уже встретились. Ну так, одна сустрэча была, вот як пра і кажаш, там прынцыпе дзесьці там на полях некае мерапрыемства, ну і Тихановская ўжо звярнулася там да Армении, да кіраўніцтва Армении, з тым, что ёсць спадзяванні наладзіць адносіны дэмакратычнай Беларусі, вось і Армении. Ну але як вы думаете, то есть вот хутчэй за ўсё такія сустрэчы, безумоўна, дзесьці там на канферэнцыях за межамі Армении і будуць, але такого прыезда, умоўна кажучы, па запрашэнні прымаючага боку Еревана такого не будзе. Я думаю, еще рано. У нас, как бы, у Светланы Тихановской был прорыв, когда она ездила с визитом в Молдову, если вы помните, да, вот. И такого плана визит, я думаю, что еще рано. Там слишком рискованно для них, видимо, это будет. И для Светланы это будет рискованно. Кавказ – это вам не Восточная Европа. Там малостяные могут быть обстоятельства, в том числе и с точки зрения безопасности. Яшчэ трошку далей праз акіян, акт аб дэмакратыі. Ўсё ж таки прасілі мяне, каб вы выказалі сваё меркаванне, асабліва з пункту гледжання сяброўкі, як это правильно, чаліні каардынацыйнай рады. Координацыйная рада узгадывается у гэтым вось акце аб дэмакратыі абноўленым. То есть вот як вы лічыце, ці будзе нейкі ўсё ж таки, які будзе ўплыў на сітуацыю ў Беларусі з беларускім пытаннем па выніку гэтага прыняцця акта аб дэмакратыі, і што гэта дае беларускім дэмакратычным структурам той же самой координацыйнай радзе? Ложка дегтя с моей стороны, можно? Ну, конечно, так правда ж павінна быть. Ну, во-первых, это проект. Начнем с этого, да? Проект Нижней палаты, палаты представителей от республиканцев. Но есть другой проект, который формировали демократы в Сенате. И получается, я не очень понимаю, какая сейчас складывается ситуация, но если речь идет о том, что оба проекта существуют как проекты, то у меня встречный вопрос относительно возможной, я не знаю, конкуренции, как они будут принимать. Вы же видите, что демократическая и республиканская партия сейчас вступают в очень опасный период такой, как это сказать, канализированного, да, конфликта в виде предвыборной кампании. И я думаю, что вы понимаете, что в этом году эта кампания будет чрезвычайно острой. И в этом контексте, когда будет рассматриваться проект, да, акта о демократии, белорусские, все, название документа, да, если два проекта, и один проект инициирован демократами, второй инициирован республиканцами, или все-таки республиканцы уже отказались от своего варианта, я вот этих деталей пока не вижу, то я, честно сказать, смотрю на вопрос о принятии, то есть о сроках принятия этого акта. Вот у меня здесь вопросительный знак стоит. Примут ли этот акт? Когда его примут? Вопрос. Это не самый важный документ для американцев сейчас, я имею в виду для Конгресса и Сената. Но кто его знает, на каком они там этапе вдруг увидят друг в друге соперников, да, и начнут как бы по этому поводу
каким-то образом спорить. Хотя, с моей точки зрения, так как республиканцы имеют большинство в Нижней Палате, и они вот этот проект предложили, он является достаточно для нас хорошим, вот, в том числе для Координационного совета, потому что Координационный совет там признается как представитель белорусского демократического, да, движения. Вот, поэтому как бы мы-то заинтересованы в скорейшем принятии акта. Вот, но у меня вопрос к тому, как быстро эта процедура пройдет. Я надеюсь, что все-таки, так как уже проект уже есть, он уже поставлен, по всей вероятности, на рассмотрение, то я надеюсь на скорейшее рассмотрение. Но как эксперт я знаю все эти детали, которые сопровождали. Не только как эксперт, но и как человек, который участвовал в стратегическом диалоге. Ну прынамсі на стратэгічны дыялог гэтая ўся сітуацыя паўплывае, не паўплывае, зменшыцца магчымасці ці наадварот павялічыцца. Стратегический диалог с США, он управляется или координируется государственным департаментом. Конечно, когда принимается такой закон, то под ним подразумевается в первую очередь, во-первых, политический месседж, да, во-вторых, вопрос, связанный с чем занимается, собственно говоря, Конгресс США. Это вопрос финансирования, самое главное. Вот, и там как бы это будет закладывать в первую очередь отношение американской политической элиты к этому проекту, я имею в виду в целом Беларуси, и к стратегическому диалогу. Хорошо, что это республиканцы, потому что в случае, если следующий президентский срок будет не демократическая администрация, а все-таки республиканская администрация, тогда у нас есть надежда на то, что все-таки стратегический диалог все-таки продолжится. Да? Вот я еще и такие элементы имею в виду, хотя я знаю, что американская внешняя политика все-таки является политикой, в основе которой лежит принцип преемственности. Республиканцы, которые сидят в Нижней Палате, не дадут в случае, если победит Дональд Трамп, игнорировать все эти самые обязательства, да, и законы. Вот, поэтому, ну, с моей точки зрения, это хороший знак, но он хороший, но он такой достаточно, по расписанию был сделан. Это уже хорошая новость на самом деле. Но пока же закон сам по себе не принят, просто представлен проект на рассмотрение. Я бы хотела обратить внимание на эти важные детали. Процедуры, институты, как все это сделано и как это работает или не работает, почему тогда не работает. Вот это важно видеть и понимать. А то уже акт чуть ли приняли, ой, это так хорошо, так замечательно. Послезавтра вдруг выясняется, что еще не приняли, потом, ой, вот о чем мы тогда так много об этом говорили? Ну, здравствуйте, я ваша тетя. Давайте-ка изначально обращать внимание на формулировки, на то, на каком этапе процедуры сейчас находится этот акт, какие могут возникнуть препятствия, какие могут возникнуть задержки и какие есть плюсы в связи с тем, что появился данный проект. Все. Слово процедуры, я думаю, мы з вами яшчэ сёння будем прамаўляць трошечку пазней. Цяпер, калі ўжо узгадалі таксама слово выборы, давайте, там правда было про Трампа, але мы про Лукашенко ў дадзеным выпадку, тому что сёння у яго быў чарговы там кадровый дзень, прызначалі там чарговых там кіраўнікоў мясцовых там тых самых райвыканкамаў і гэтак далей. Ну і безумоўна не маглі абысці, відаць, ужо пытанне 25-го года электаральнай кампаніі прэзідэнцкіх так званых выбораў, тому что па словах Лукашенко улады четко уже вошли в электоральный период. Ну вот четко вошли, четко по нему идут. И чего чакают? Чакают четкости дальнейшей. Цитую: мы, как я сказал, не должны обидеть людей. Все должно быть четко, красиво, в интересах нашего государства. Ну, четко это понятно, что красиво это, наверное, там 87% имеется в виду. Ну, а в интересах нашего государства, государство это я, как у Людовика, все там в порядке. Но вот все ж таки, вы чего-нибудь от этой кампании чекаете? Нового, оригинального, четкого? Ну, слушайте, еще год впереди.
Я, конечно, в восхищении от того, что уже все так четко и красиво. Когда было сказано о красоте, я почему-то подумала о том, что все во флагах будет. Вот вы говорите 87%, а я вот про красоту, я про вот это вот, про флаги, там, про украшения, про избирательные участки, буфет в избирательных участках. Я думаю, что речь об этом идет. Вот, ну, выборы. Какие там выборы, господи. Вот, но то, что он уже заранее накручивает свою вертикаль, да, это показательно. Чего я жду? Я ничего не жду, кроме репрессий, на жаль. Если все пока останется в том положении, в котором сейчас, если не какие-нибудь черные лебеди прилетят, вот, и тогда, конечно, будет, видимо, нечетко и некрасиво, вот, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому в этой связи пока мне нечего сказать. Проблема, здесь, мне кажется, заключается в том, что, очень многое еще будет зависеть от того, что происходит в Украине. И это влияет. Это влияет на Лукашенко. Это первое. Второе, конечно, продолжение вот этого давления, санкционного, с одной стороны. С другой стороны, очень, такая четкая политика, чтобы опустился железный занавес. Это прямо четко видно по тем, вещам, которые происходят на границе, включая, гибель, польского пограничника. Я вот, выражаю свое там, публично выражаю свое сочувствие, польским, властям относительно такого, прецедента, со стороны режима Лукашенко. Еще раз подчеркну, со стороны режима Лукашенко и в качестве инструмента были использованы иммигранты, это не белорусские граждане. Вот, но это сделано все для того, чтобы железный занавес опустился. Вот там, по меньшей мере, 3 вещи, которые я вижу могут повлиять на эту кампанию в течение этого года, если не произойдет еще чего-то, да, то есть каких-то черных лебедей. Ну, а так, видите, как там, что там четко, красиво, и что-то третье было там. В И интересах государства. да, в интересах нашего государства. Видите, выборы уже проводятся даже не в интересах людей, а в интересах государства. Ну, все четко и красиво, я бы сказала так. Все понятно, в его личных интересах. Выборы Лукашенко в президенты Лукашенко. Все четко, красиво и в интересах государства. Интересно, с каким лозунгом он пойдет на выборы. Время выбирает нас или что-то там. Мы выбираем время, что-то там. Ну, президентами не рождаются, не становятся, ими рождаются. Нет, ими рождаются, Да. простите. Ну, вот как там это самое в темной и тесной избе на окраине там это самое где-то там вёскі нарадзіўся президент, и адразу пошли эти, кто там пошел? Волхви. Да, волхвы пошли там. Волхвы пошли, да, извините, да, волхвы пошли. Вот вы сказали про рэпрэсіі, мяне вот таксама трапілі на вочы яшчэ адныя словы, і он даже там як звычайна прызначыў людзей, раздае ім заданні. Ну і как бы што дзіўна, адно з заданняў тычылася правоў чалавека. Я цитую: у нас никаких омбудсменов нет, президент и вы, мои люди на местах, занимаетесь правами человека. Мы не должны создавать в обществе излишнее напряжение, но и вольницы не должно быть в нарушении законов. Правда, какие нарушения законов, когда иногда всегда не до законов, ну, как бы тут іншае, тут по принципу своим все остатнім законы беларусам, вот, но все ж таки вот как бы як мне падаецца вельмі показальное вот это слово про правы человеков и кто их повинен как бы оборонять. Ну, как тот старый советский анекдот, знаете, да, и я знаю того человека. Про чьи права мы сейчас говорим. Вот, но без комментариев просто. Тут, что тут можно сказать? Удивительно, что вообще прозвучали эти слова, я имею в виду словосочетание «права человека». Это звучит как издевательство, конечно. Ну, а потом побег там это самое, рот полоскать, что фу-фу-фу, якую гадость там в рот Ну да, попала. да,
Господи, да, прости, Господи, что это меня сегодня понесло не туда. Ну ну калі ўжо про выборы, то вернемся трошечку назад на тыдзень у гісторыі трошку больш і выборы ў коорднацыйную раду. Тут открыліся, вскрылись чарговыя махінацыі. Я уже нават не кажу про махінацыі, якія там былі з боку Лібера, Прыходька, там офіса, які там ціснуў на іх, на ўсіх і ўсіх астатніх. Тур, ваш даўні і самы шчыры прыхільнік, мало того, что галасаваў сам за вас, так і напісаў, прызнаўся шчыра, не вытрымала душа паэта, прызнаўся за Розу Турарбекаву, так яшчэ і как бы там не толькі ён, а нейкімі там махінацыямі там і ці угаворамі ці неякім чынам яшчэ схіліў, магчыма нават 5500 чалавек прагаласаваць. За меня, что ли? Ну, не ведаю, як за вас. Там далей уже, відаць, Лібер пачаў махінацыі свае, чтоб все гэтыя галасы, якія Тур за вас скінуў, не пайшлі, а так былі б, вот сейчас бы вы латушкой таким ходили, пераможцам выбораў, да. Вот, но не доработал, Игорь, не доработал. Надо было больше. Но все ж таки, ну, раз начал, взялся за дело, так доведи до конца. Ну и, конечно, как моему избирателю, я хочу ему передать большой привет и подяковать его за его как бы голос. Наверное, он специально за меня голосовал именно в связи с тем, что у него фамилия Тур, а я Турарбекова, понимаете? Да, он начинающий такой еще. Так, только... так, да. Но все равно, как я и писала, он двоечник. Вот, двоечник, потому что я знаю точно, что политологию он сдавал плохо. Вот, и двоечник не только по оценкам, но и двоечник в том смысле, что если ты уже начинаешь делать, так заканчивай, это первое. Второе, я с ним пересекалась, когда он был гораздо моложе, видела, ну, его представления о политике, о международных отношениях носили достаточно примитивный характер, скажем прямо. Вот, большим, как бы, большими знаниями в этой сфере он не отличался. Но в любом случае я ему благодарна и обязательно, я так понимаю, он проголосовал за нашу программу, я надеюсь, он за нашу программу проголосовал, за не железной заслоне, за мобильность, за визы. Ну а что вы думаете, Тур что ли не хочет с видом на Эйфелеву башню там кавы выпить раницей с круассаном? За допомогу нашим калиновцам, за допомогу нашим ветеранам, да, кто воевал в Украине против оккупации России. Он за что голосовал? Я ему напоминаю, за что он голосовал. И за санкции в отношении всех виновных в репрессиях против белорусов и белорусок. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы выполнить наказ Тура, сделать нашу программу реальностью. Да? Спасибо большое ему. Но я хочу сказать, благодаря белорусской пропаганде, по крайней мере, белорусское общество вспомнило о Координационном совете. Спасибо за рекламу. Что я еще могу добавить? Вот. Ну, про вбросы, что тут скажешь? Если люди пытались голосовать, это было как бы с использованием там, я не знаю, сканеров, копий, еще чего-то, кого-то. Вот, и у них не прошло. У Либера было прекрасное приложение, оно было проверено, протестировано. Я, в общем и целом, доверяю этому приложению. Проголосовали мы все достаточно быстро. И, кстати, программа, надо сказать, была написана хорошо. И технология, которая там была заложена, она мне напоминала немецкие технологии, кстати говоря. Я проходила тоже через верификацию личности в Германии, когда там оформляла свои документы, очень близко. Вот там достаточно там придирчиво относились, в том числе и к фотографии, когда вы делаете селфи, да, буквально отправляете свою фотографию. Вот, ну, я не знаю, что там Тур имел в виду. Наверное, он все-таки проголосовал сам со своим паспортом, вот, с настоящим. Тогда да, тогда как бы система пропускает.
Ну я не ведаю, а магчыма ён галасаваў по пашпарту Новай Беларусі, ён жа его зрабіў. Ввогуле мне падаецца, что гэта, ну как-то я не знаю, куда товарищ майор глядзіць. Чалавек працуе ў такой, можна сказать, установе сур'ёзнай, уплывае на розумы мільёны беларусаў, а ў яго ўжо пашпарт Новай Беларусі ёсць. Ён ужо галасуе спакойна на выбарах у Координацыйную раду, за праграму нашай справы, за там не жалезныя засловы, за дапамогу каліноўцаў. Экстремистская, трижды экстремистская. Я экстремистская, программа экстремистская, список экстремистский, экстремистское формирование Координационного совета. Трижды. Тур вообще как бы смельчак. Да, Игарюня, мы у табе сумняваліся, а можа не сумняваліся, наадварот, как бы. Ты ж, мы ведаем нават тых людзей, з якім ты разам вучыўся. Не будем называть их имена. Дальше там с вами уступили его однокурсницы дискуссию, кажучи, что ну не двоечником был тур, может быть сапраўды не двоечник, а да. Добро маскировался, вот и зараз это показывается. Да, наверное. Welcome, Игорь. Так. Кир Мозг пишет: большое спасибо спикеру за лекции на ее канале. Так вот, будзе у нас такі пераход до другой часткі нашай размовы яшчэ адной важной тэмы, праз такую невялічкую рэкламную, можа быть, паузу. Я, па-перша, усім раю, тым больш што пакуль не экстрэмісткі. YouTube канал Розы Турарбекавай, яна не так давно распачала яго, тым не менш ён ужо, як мы бачым, прыцягвае сваю увагу. Сапраўды ён адрозніваецца тым, што гэта, ну умоўна кажучы, такія лекцыі на міжнародную тэматыку, калі вы там усё тое, что тычыцца міжнароднай повесткі, что вы хотели ведаць, але не ведалі у каго спытацца, дык вот про ўсё это можна даведацца на канале у Розы Турарбекавай. Так что, калі ласка, я попрошу, каб зараз у каментатарскую скінуў наш крэатыўны СММщик спасылочку на YouTube канал Спадарыні Розы. Подписывайтесь, натискайте падабаечку, расшэрвайте, ну и глядзіце і пішыце свае каментары. Безумоўна, тое ж самае тычыцца і YouTube канала Еврорадио. Расшэрвайце нашу размову са спадарыняй Розай, каб як мага большая колькасць людзей яе паглядзела, паслухала. Ну, безумоўна, калі для вас гэта бяспечна. Ну і не забывайте подписывать. Я хацеў бы таксама, сябры і калегі, звярнуць вашу увагу на такую невялічкую абвестку. Існуе у Польшчы, у Варшаве такая установа, Центр беларускай салідарнасці. Вельмі шмат людзей ужо звярталіся ў гэты цэнтр як па юрыдычную дапамогу, так і прыводзілі сваіх дзяцей, таму што там праходзяць розныя цікавыя школкі, адукацыйныя курсы, мерапрыемствы, лекцыі, гэтак далей. Вельмі карысная і патрэбная установа, недзяржаўная, некамерцыйная установа. Ёсць вось тут спасылачка, можна зайсці, паглядзець, пачытаць і пры магчымасці невялікую падтрымку Цэнтру беларускай салідарнасці акажыце. Зараз мы ўсе ў такой сітуацыі, калі мы мусім адзін аднаго падтрымліваць. Потым вам вернется у карму дакладней. Ну і у кого сёння будзе вольны вечар, запрашаю ўсіх на адкрыццё выставы выдатнага беларускага мастака у музеі вольнай Беларусі. Спадар Радзівонаў, вось той, каго мы ведаем по шэрагу карцінаў пад назвай «Птушкі за Беларусь». Калі ласка, заходзьце сёння о 19-й адкрыццё выставы. Ну і звяртаемся да тэмы працэдурных пытанняў. Спадарыня Роза, што такое было учора падчас сумеснага пасяджэння Координацыйнай рады 2 і Координацыйнай рады 3? Вот я не до конца зразумеў увогуле, што гэта такое. Там
што патрабавала частка дэлегатаў другога склікання, да чаго не прыслухалася там кіраўніцтва, хто каго пакрыўдзіў, Таму што я там нейкія абвінавачванні гучалі, але кантэкста не было, і такое было адчуванне, ведаеце, я глядзеў, і як у сабачым сердце, когда там профессор Преображенский выслухаў эту дэлегацыю, говорит, можно конкретнее, хто на ком стоял? Да, я понимаю, что очень сложно вникнуть в контекст того, что произошло вчера. Даже нам было не просто вникнуть в этот контекст. Вот. Особенно если вы не активный участник этой, там, не хочу сказать плохого слова, этого спора. Вот. Этого спора. Но в целом я хотела бы сказать следующее. Так как Координационный совет второго созыва на днях по просьбе некоторых членов, которые вынуждены сложить были мандат, они получили мандат, но они вынуждены его сложить, да, но не было процедуры, у нас вообще не было процедуры, у нас не было прецедента, приняло временное промежуточное положение по мандату, вот, но там был еще прописан пункт относительно того, что есть еще и проблема, связанная с мандатом, подвойным, да, двойным мандатом, который нарушает статут. Вот имеется в виду, речь идет о тех людях, которые возглавляют другие структуры исполнительные, да, кабинет. Я имею в виду замкабинета Латушка, представитель также кабинета Алина Ковшик и Юрий Губаревич, по меньшей мере 3 человека. Получается, со сдвоенным мандатом, то есть они члены Координационного совета и одновременно, да, занимают руководящие позиции в кабинете, я имею в виду Латушка в первую очередь и Ковшик, вот, то там было прописано положение, что они должны, по идее, определиться в течение 2 недель, какой из 2 мандатов они должны сложить. Но до этого было сформулировано положение относительно тех мандатов, которые складывали все остальные члены в связи с тем, что они уходили из Координационного совета, хотя они были выбраны в состав Координационного совета номер 3. Вот это вот временное промежуточное положение было принято большинством голосов Координационного совета второго скликания. Это с этого все и началось. А заявление, которое написала коалиция большинства, или вернее, наверное, блок Латушка-Губаревич, к которым присоединилось потом достаточно большое количество, там, по-моему, 5 списков подписало. Это заявление ставило под сомнение не только этот мандат, но и в целом статут, но и в целом как бы полномочия Координационного совета после 8 июня, то есть после начала действия, как это сказать, этого мандата. Это все называется проблема переходного периода, это понятное дело. Но проблема заключается в том, что все это развивалось в таком конфликтном и конфронтационном ключе. Вот. Заявление я лично получила, да, я лично смогла прочитать это заявление за несколько часов, за 3-4 часа до заседания, до начала заседания. Вот. В этом заявлении было предложено сформировать оргкомитет, чтобы провести вот это самое заседание. Но так как уже повестка была сформулирована, секретариат уже, как это сказать, организовал это посиджение, вот, тому я не совсем зразумела, як это вообще увогуле как бы магчыма. Как можно за несколько часов до посиджения создать оргкомитет и по новой принять новое, как там, я не знаю, новую организацию сделать, да, этого посиджения. Это для меня вообще было как бы очень странно. Вот, поэтому, когда мы собрались, я у секретариата спросила, есть ли у нас вообще еще секретариат, действует ли у нас еще статут. Вот в чем дело, потому что я вообще ничего не поняла. Вот, я была в командировке, помимо всего прочего. Вот, мне было отвечено, что все, заседание проводится в положенный час, по положенной спосылке, все будет так вот как бы запланировано, как мы знали, что 12 числа это произойдет. Вы тоже объявление получали, все медиа получали объявление. Вот, мы собрались все на это заседание, а дальше вы видели все сами, что произошло.
Я не могу разобраться с некалькімі момантами. Может быть, все ж таки вы патлумачыце. Асноўная была прэтэнзія, з якой там гучна выступали і Курэйчык, і Кабанаў, там самыя актыўныя каментатары у чаце, прынамсі, што былі прапановы по пытанні працэдуры, як правесці, а вот старое кіраўніцтва, найперш Егораў і кампанія, нас адфутболілі, яны там свае как бы вот свое хочуць. То есть вот якія былі прапановы, калі яны былі агучаны? То есть вот вы ў курсе, что там адбывалось? Нет. Прапановы официальные были в виде этого заявления, которое мы получили я прочитала за 3 часа до заседания. Вот это единственная пропанова. Может быть, я что-то пропустила, но ничего такого нет. Если они имеют в виду под пропановами эту беседу, которую они проводили в чате Координационного совета, я просто как бы не буду обзывать это более грязными словами, но это как бы там была дискуссия, порой как бы не то, что нелицеприятная, но она была без нормальных признаков цивилизованной дискуссии иногда. Вот, эти наезды, эти обвинения, эти постоянные личные нападки, вот, это невозможно было читать, потому что как бы там миллион сообщений, и непонятно, о чем идет речь. Пропанова в нормальном, ответственном как бы смысле, да, оформляется в виде документа, запроса, который предлагается на обсуждение и на голосование. Нет? Я в виде пропановы увидела это заявление. Вот там я увидела эти пропановы. Но это заявление было опубликовано, по крайней мере, за несколько часов до этого посещения. Я его до этого момента не видела. Мне лично, как лидеру списка, на меня никто не вышел, не пригласил меня в этот оргкомитет. Это было брошено вот так. С кем хотите, с тем и контактируйте. Хотите, присоединяйтесь, хотите, не присоединяйтесь. То есть это даже не обсуждалось, понимаете? А положение о мандате хотя бы обсуждалось, был проект, было голосование, мы могли зайти в этот документ, написать свои как бы предложения или замечания, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. Но здесь вообще просто был готовый документ выложен от имени, и уже там стояли подписи 5 списков, а остальные вы как хотите. Но это такое, извините меня, высокомерие большинства получается. И это меня, конечно, крайне возмутило. Именно сам подход к решению этой проблемы. А если вам что-то не нравится, это нормальная ситуация. Если вы хотите предложить что-то, предлагайте, но делайте это в соответствии с процедурой. Под процедурой, я понимаю, документ, который предлагается на обсуждение и голосование. Или хотя бы коммуникацию нормальную со всеми лидерами списков. Вот этот подход меня просто поразил. Я старалась я высказалась один раз, я старалась дальше не раздувать эту дискуссию, не принимать в этом участие, потому что я понимала, что ничего хорошего из того, что я еще там буду со своими аргументами там печатать, как этот Курэйчык, там просто там миллионы постов, да, там просто поток фактически идет, да, что ничего доброго как бы туда внести уже нельзя. Я пришла на заседание, все открывалось в соответствии с тем порядком, который был заявлен секретариатом. У нас все еще есть секретариат. Было выступление Светланы Тихановской, потом было выступление Андрея Егорова по поводу статута. Он как бы вводил в курс дела новых членов Координационного совета. Ну и тут начались вот эти вот хлопанья дверями. Хлопанье дверями закончилось тем, что когда дело дошло до выступления лидеров списков, вы видели, сколько лидеров списков осталось выступать. Это скандал. Я считаю, это скандал, и это публичный скандал, кстати говоря. Они пошли на это абсолютно намеренно. Цели мне не очень понятны. У меня свою озабоченность я написала в телеграм-канале у себя. Я очень сильно беспокоюсь за 2 вещи. Во-первых, я беспокоюсь за то, что мы в этот переходный период должны опираться все-таки хотя бы в этот переходный период
на этот промежуток опираться на те нормы, которые есть, которые существуют. Нравятся они нам, не нравятся, но мы должны на них опираться. Вот, это первое. Второе. У нас есть секретариат. Нравится мне Кравцов, не нравится, я с ним там спорю как с экспертом, в чем-то я вообще с ним никогда не соглашусь, да? Но дело не в этом. Он секретарь, у него есть позиция. Пока у нас другого секретариата нет. У меня вопрос. Вы признаете секретариат и статут? Давайте действовать в соответствии со статутом и все официальные обращения, всю документацию излагать через секретариат. И делать это не за 3 часа, ставя как бы перед фактом фактически, в таком стиле Лукашенко, а хотя бы согласовывать с нами что-то. Говорить, что вот есть такое предложение, может быть, у вас есть какие-то по этому поводу, там, не знаю, замечания. Поставить нас в известность таким образом. Ну, коммуникация просто ужасная. Просто ужасная. Вот, поэтому в этой связи я считаю, что это просто скандал. Скандал, который был, ну вот, на грани между Координационным советом второго созыва и Координационным советом третьего созыва. Я лично возлагаю ответственность за все это на всех нас. На старых и новых членов Координационного совета. Не получится все спихнуть на Координационный совет номер 2. Это вчера вот эту ситуацию фактически создали не только Координационный совет второго созыва, но и Координационный совет третьего созыва. Ну, после Светланы Тихановской устроить такое шоу зачем? Вы же ее, как бы, извините меня, в каком свете выставили? Какое нам мероприятие пришло? Мероприятие под названием «Хлопанье дверями», да? Вот, поэтому я очень сильно беспокоюсь за 2 вещи. Это статут как основа для переходного периода и секретариат, который должен обеспечивать нашу регулярную работу до того момента, когда он служит свои полномочия и не будет выбран другой секретариат. Сейчас у нас с вами положение очень странное, какое-то без времени. Непонятно, на чем мы с вами основываемся, на чем мы с вами, уважаемые дамы и господа, работаем. Вот. И самое главное, вот в этой связи у меня следующий момент. А мы каждый раз будем так поступать с каждым новым созывом Координационного совета. Это называется большевистский подход. Вот большевики так делали. Мы старый мир разрушим и новый мир построим. В итоге что? Ну, по истории вы знаете, если, конечно, знаете. Ну, если не знаете, пойдите почитайте учебники истории. Все, у меня все. Комментар от Шинуке Цуй, не знаю, то як правильно прочитать. Ну, то бок спадарыня Роза падтрымлівае ўсю тую дурнату ад Егорова з ягонымі прыколамі з КР другога сазыву. Ён жа марозіць дакладна ўсе працэсы, ці я штосьці не так разумею. Що ж таки, вот там была дурната ад Егорова ці не? Вот што так абурыла ўсё ж таки сябраў гэтых, вось, я так разумею, найперш 5 спісаў, якія падпісаліся, што як толькі пачаў выступаць Егоров, яны пачалі выходзіць са стрима. Это их право входить, выходить. Какая дурнота от Егорова, я не очень поняла, но, по всей вероятности, речь идет о том, что вот это положение о мандате вызвало такое отношение. Это первое. Второе, что значит «я поддерживаю дурноту Егорова»? Вы имеете в виду статут? Я не очень понимаю вообще вопрос. То есть вообще в самом вопросе уже заложено обвинение. Послушайте, уважаемые, заходите на мой YouTube-канал, смотрите, что такое политическая культура. Научитесь, наконец, нормально, цивилизованно вести дискуссию и задавать нормальные вопросы. В вашем вопросе уже есть ответ. Зачем его задавать? У вас уже есть готовое мнение обо мне, о Егорове, еще о ком-то. Зачем его задавать? Это не вопрос дискуссии. Если вы меня спрашиваете, поддерживаю ли я статут, да, поддерживаю как промежуточное положение, на основе которого мы должны начинать сейчас работать. Изменения в статуте можно вносить, конечно, это право Координационного совета номер 3. Но как работать тогда сейчас? Сейчас на основании чего работать? Вот вы себе вообще можете себе это представить или нет? На основании чего? Или иногда не до законов? Опять. Статут – это наш закон. Какой есть? Плохой, дурнота Егорова, можно его еще как угодно называть.
Но закон есть закон. Статут есть статут. Нельзя на него взять, наплевать, подтереться им и об него ножки вытереть. И сказать, что это дурнота Егорова. Другого-то нет. Прежде чем другой будет принят статут, вы представляете, сколько времени пройдет? Это Координационный совет с чего начинает? Он начинает не с дел, а он начинает опять со срачей. Я имею в виду Координационный совет номер 3 сейчас. Вот в чем дело. Поэтому я и говорю, чтобы цивилизованно произошел переходный период, для этого надо опираться на статут нынешний, и, исходя из него, менять уже его. Кто же запрещает? Начинайте. Но только делайте это по правилам, а не иногда, не до законов. Уже есть один такой. Сидит в Беларуси, а мы здесь. Я там прочытаў такі быў каментар, я не памятаю, відаць ад Кабанова, ён быў про тое, что вось гэтая пра немагчымасць сумяшчаць два мандаты, вось гэтая норма, яна была у свой час прописаная і пропціснутая у статут там ці куды там гэтыя норматыўныя акты координацыйнай рады Егоровым супраць конкретно латушки. Но зараз она прасоўваецца на ўсіх, а паколькі яна вот была конкретно супраць кіраваныя латушки, то няма чаго нам зараз на гэтую норму азірацца. Трэба откинуть все вот это вот дрэннае, что было ў нашай гісторыі, маецца на увазе КР 2.0. Весь статут выкинуть? Ну, эту норму, как минимум. Или только эту статью выкинуть? А как это? А как так можно? А с юридической точки зрения это возможно? Ну, пусть как бы поинтересуются. Это первое. Второе. Я согласна, что эту норму надо менять. Я об этом говорила неоднократно. И я бы попросила всех моих коллег не передергивать мои слова и не приписывать мне иного мнения. Я за то, чтобы менять эту норму. Я же разве против Ковшик, Латушка и Губаревича? Но я против того, чтобы делать это вот таким, извините меня, образом. Какой мы пример показываем сейчас? Да чем же мы лучше-то Лукашенко сейчас в этот момент? Плохая норма, я согласна. Менять надо, я согласна. В соответствии с процедурой. А не вот так вот. А не пошли бы вы со своим статутом и весь Координационный совет номер 2. Слушайте, это было вообще... Это вот про политическую культуру, тут она ни рядом не стояла, не лежала и даже вообще вот там вот за дверью не была. Это просто позорно вообще, такое поведение. А вот скажуць, спадарыня Роза, что такая ваша реакция на всю эту ситуацию выклікана тым, что вас не долучили до перамоваў і ў фармаванні вось гэтага большасці, вот и не стали наша справа шостым субъектом у гэтым спісе. Почему? У меня, может быть, и не спросили, но у меня была возможность за 3 часа присоединиться, как это сделала Мартынова. Ее вначале не было, кстати, там. Да, я так само бачыў першы спіс. Да, но она потом присоединилась. Ну, у меня был такой выбор, но я считаю, это как бы ниже собственного достоинства. Таким образом присоединяться, когда не учитывается голос моей фракции и моих выборщиков. Если я каждый день говорю о соблюдении норм, о политической культуре, о том, что институт репутации Координационного совета надо в первую очередь поддерживать через эти процедуры. Процедуры надо менять, понятно, консервировать нельзя, есть плохие нормы, их тоже надо менять в соответствии с процедурой на основе диалога конструктивного. Я с этим согласна. Я согласна с тем, что надо вести по этому поводу переговоры. Но то, что произошло вчера, извините, на переговоры это не было похоже. Вот и все. И поэтому еще раз попрошу своих коллег, оппонентов, не передергивать мои слова, цитировать дословно и обращать внимание на формулировки. Дякую вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Тым не менш, яшчэ раз нагадываю, что у спадарыні Розы ёсць уже цяпер свой YouTube канал. Я думаю, что не абыдзе яна вось гэтую пытанне культуры і ўсяго астатняга і будзе абмяркоўваць у сябе. Мне было ўсё ж таки цікава вельмі, хто ж там вот асабліва не праяўляў культуру і паводзіў сябе не вельмі добра ў тым чаце. Мы все так или иначе к этому причастны. Я не хотела бы кого-то таргетировать сейчас,
Но, конечно, я буду, наверное, говорить о том, как не хотелось бы. Вот это нежелательно такое, ну, такое отношение, да, друг к другу, как к оппонентам. Но, наверное, да, вы правы. Наверное, мне придется об этом говорить, хотя мне очень тяжело об этом говорить, потому что это эмоционально как бы тяжко, тяжко. Дякую вялікі. Ну что ж, подписывайтесь на YouTube канал Спадарыні Розы, подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, каб сачыць за працягам гэтага сериала, можно сказать, фактычна карточный домик КР, можно сказать. Ну и калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце центр беларускай солідарнасці, спасылачка тут таксама ёсць. Ну а далей у нас программа Ідэя X і Лідія Тарасенко, прадстаўніца фонда медычнай солідарнасці, выказвае сваё бачанне, медыцынскае бачанне на нацыянальную ідэю беларускую. До сустрэчы, жыве Беларусь. Живи вечно.